В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 16 октября. За кулисами счастья. Процесс здесь выстроен так четко, что каждое движение, каждая операция подчинены единому стандарту качества. Рамзан Кадыров ознакомился с процессом производства шоколадной фабрики «Марзо». Сколько тонн продукции производится ежедневно? Под ритм биения сердца. Мы сегодня с вами открываем уже 16-й международный фестиваль сольного танца имени легендарного человека Махмуда Эсенбаева. В Грозном стартовал международный фестиваль-конкурс сольного танца от Египта до Индии на одной сцене. Подарок судьбы. ومبارك الوردو عمل حاجات أيوش فوندنا فوندي حا كيقول لي عيولا ومختنا أماننا سؤال هذا كان زبيح خبول. Долг оплачен, новый дом в подарок. Фонд Кадырова вернул надежду семье Зумаевых из Аргуна. Начнем с важного. 50 тонн шоколада ежемесячно выпускает фабрика «Марзо». С процессом ознакомился Рамзан Кадыров в ходе инспекции. Предприятие работает как цех полного цикла. Он охватывает все этапы от подготовки ингредиентов до упаковки. Главный секрет качества – использование натуральных какао-бобов. Об ассортименте фабрики репортаж Лимды Джамалдиновой. В Грозном становится все слаще. Глава Чеченской Республики вместе с семьей вновь посетил шоколадную фабрику «Марзо», где производство уверенно набирает обороты. Коробочка чеченского стиля, секция в коллекции на мероприятия, коллекция. Шоколад чисто экологический, шоколад даже по весу, а хейл тыкнашка шоколада аля чистый шоколад, вот ези полхар, ой химиш использовать еще. О, ара спросишь уже на дистрибьюторство, контракт дарил, спросишь я хархове, генчо я, бренд гайолел. Ой как раз подготовка, шкубата, техническое производство максимально аошдой, так уже на рынок, ой подачу, Сегодня предприятие работает в 2 смены и обеспечивает 50 человек стабильной работой. При выходе на полную мощность фабрика выпускает до 50 тонн шоколада в месяц, полностью покрывая растущий спрос на натуральные сладости. Хочу 20 человек в штатном режиме, чтобы выполнить. Плюс отдел 50 рабочих мест тоже. Отдел маркетинга, бухгалтерия, развития. Фисташковые разные газ, с миндалем, молочный шоколад, черный шоколад. Уютный шоколад, медленный, что спросишь, востребованный. Разные коллекции шивают коробки. Сертифицирована продукция юхалмая уже хорш фисташковую уже, фисташку. Дубайский шоколад шивает тоже, просто ассортимент разные задачи, что такое. 50 тонн шоколада производства в месяц, его продукция. Коробка 170 тысяч в месяц, его 500 тысяч. 24 часа оборудования, дежурная команда, ночной смен. Хорш специфичный сухофрукт, сухофрукт, уже эксклюзивный коробка, сухофрукт, шоколадею, и что здесь. Маронаша уже изготавливает коллекция с аллигейтор, ищ нашую, ищ закрытый наш. Салам алейкум. Доброго здоровья. Алша 39 лет шоколадный бизнес, Турция.
Во время визита Рамзану Кадырову показали эксклюзивную подарочную партию, оформленную с особым вниманием к деталям. Глава региона оценил качество и забрал часть с собой. Теперь, по его словам, семьей будут радовать себя только шоколадками производства Марзо. От компании как раз тоже эксклюзивные. Разные продукты еще. Да, мол, план развития уже до конца года. Шорт производства мой рынке агара даю корю. Мела бота тайн от компании Марзо Кавугарду. Да, это салуарна. Дальше иду. Здесь непопулярно говорится. Это не дубайский. Это писташки и молочный шоколад. Настоящий, 100% какого масла. На фабрике сочетание точных технологий и ручного мастерства. Здесь делают фисташковый, дубайский, молочный, черный шоколад, а также сухофрукты и орехи в глазури. Все из натуральных ингредиентов, без искусственных добавок. Я приехал из Турции, чтобы производить настоящий шоколад. Он изготавливается из какао-масла, потому что какао-масло – это жир, который очень легко тает в организме человека. Другие растительные масла имеют более высокую температуру плавления, поэтому в организме они не тают так легко. Потому мы будем использовать какао-масло при производстве шоколада. Нас попросили изготавливать самые разные виды шоколада, поэтому мы будем производить множество сортов, включая дубайский шоколад. Все они будут настоящими. Это очень важно и радостное событие для Чеченской Республики – открытие первой шоколадной фабрики. Я приехал сюда вместе с сыном Волканом, и мы будем делать все возможное, чтобы производить лучший шоколад. Я очень рад познакомиться с чеченским народом и приехать сюда работать. Большое спасибо. Открывшаяся совсем недавно фабрика Марзо – это пример того, как из небольшой инициативы рождается дело, которое растет вместе с людьми. Здесь каждый день начинается с аромата шоколада и уверенности, что впереди еще больше идей и вкусов. Это сердце фабрики. Процесс здесь выстроен так четко, что каждое движение, каждая операция подчинены единому стандарту качества. Современное оборудование, конечно, важно, но главный секрет – это люди. Здесь работают настоящие профессионалы, влюбленные в свое дело. Команда работает с энтузиазмом. Каждый из рабочих отвечает за свой участок, и от точности их движений зависит вкус, вид и качество шоколадного изделия. Производство шоколада начинается с подачи формочек. Формочка попадает в тепловую камеру, потом идет подача непосредственно самого шоколада, будь то с начинкой или без. После этого у нас подается любой вид ореха. Мы можем использовать там лесной орех, кешью, миндаль, фундук. После этого мы можем добавлять уже гранулы. Обязательная вибрация. И самый важный этап – это этап заморозки. Это самый долгий этап у нас. И после уже выпускается на пакет-машину, после чего упаковывается нашу фирменную упаковку. Подобные производства имеют большое значение для региона. Они не только формируют имидж местной промышленности, но и становятся точками экономического роста. Марзо уже стал частью повседневной жизни республики. И кажется, все самое интересное в этой шоколадной истории еще впереди. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Сателим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова полностью урегулировал финансовые трудности семьи Зумаевых из Аргуна. Благотворительная организация оплатила долг и выкупила арендуемый ими дом. О бедственном положении семьи стало известно благодаря неравнодушным соседям, которые рассказали об этом и начали сбор средств. О том, как отчаяние сменилось надеждой, репортаж Турпалали Тайсумова. В семье Зумаевых тяжелая пора, большой долг, выплачивать который очень непросто. Отец семьи Висер Хаджи после падения получил сильную травму и также нуждается в помощи. О них стало известно Общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поддержка пришла незамедлительно, а именно 1 миллион рублей. Средства были переданы главе семейства.
Неравнодушные жители накануне начали сбор средств, инициированной организацией «Даймох», а фонд выделил круглую сумму, что покрыло весь сбор на лечение, а также были выплачены все долги семьи, погашены кредиты и выкуплен арендуемый дом. Теперь он принадлежит им. При этом Министерство здравоохранения субъекта взяло на себя обязательства с приобретением лекарств и лечения Висер-Хаджи. وخير دي قربانيها هو خوص مشتور أربول بيش أخا مسيت لزر دوش سيوق يولا خكا جينا اشتا علش متاحا خير سجا ورا أخا هريارجين هودين واشكاحا إيجا جينا أحمد حاجة إير يورشفون ديرا هو خانا غنا وصل دي ألت خويكل دين حدا يحكندو ليوري أغودوش لزر شنا مصو وتان غنا وصل دياش أخا تانا يدلجش دل وبروس ذكرت دياش أخا قيد تانا أخشلو ال حدا كتندو 9 مليون أخشلو ال سو الله دالا دي كان زبيخ بول شتا وين بركل الوردو أحمد حاجة يورش فوندنا فوندي حا كيغل يايولا ومخكنا أمانونا سو الله دالا دي كان زبيخ بول Албика Зумаева благодарит за протянутую руку помощи. По ее словам, для семьи нет ничего ценнее на данный момент, ведь средств для приобретения даже простых вещей не хватало. Теперь все иначе, отмечает женщина, сдерживая слезы. Висер-Хаджи недавно перенес операцию. Далее ему предстоит пройти интенсивный курс реабилитации. Семью не оставили один на один с жизненными трудностями и оказали поддержку в кратчайшие сроки. Подобная помощь доходит и до других остро нуждающихся семей, будь то лечение, подарок в виде денег, квартиры и дома. Все это на протяжении многих лет любезно предоставляется. Турпа Лолита Исумов и Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Внедорожники, комплексы радиоэлектронной борьбы и катера. Народный фронт передал разнообразную спецтехнику Российскому университету спецназа. Это значительно повысит возможности подразделения в ходе учебных и боевых мероприятий. Репортаж Ахмеда Рамазанова. С начала проведения специальной военной операции Народный фронт «Все для победы» оказал значительную помощь Российскому университету спецназа имени Владимира Путина. В рамках поддержки были переданы различные виды специальной техники, оборудования, а также снаряжение и средства для быта, что значительно повысило возможности учебных и боевых действий. Мы совместно с Министерством промышленности и торговли передали очередную партию техники нашим бойцам, в том числе бойцам Ахмата, и ребята доблестно защищают нашу родину, и уверен, что это поможет в решении боевых задач. Ну, а мы все вместе очень скоро победим. Ну, вот, все парни говорят, что это серьезно им помогает, и я видел неоднократное видео с передовой, когда парни там соответственно уничтожают воздушные цели с этих автомобилей, поэтому все работает, все отлично, и думаю, что и дальше будем их совершенствовать, потому что и противник не стоит на месте, ну и мы тоже не отстаем, а в основном опережаем его инженерную мысль. Фонд предоставил широкий перечень материальных средств, специальная автомобильная техника, обеспечивающая высокую проходимость и мобильность в сложных условиях, мототехника, включая мотоциклы и внедорожники для оперативной транспортировки личного состава и грузов, оборудование радиоэлектронной борьбы, что позволяет эффективно подавлять и контролировать электронные сигналы противника. Наша история началась еще будучи министром промышленности и энергетики Чеченской Республики. Один из наших первых проектов был проект «Чаборд» в рамках поручения главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы начали этот проект, и тогда было принято решение, и оно на сегодняшний день говорит о том, что было самое правильное решение. Мы производственную часть передали на базу Чеченавто. На тот момент на базе Чеченавто мы создавали один из первых в России промышленных автокластеров. А саму испытательную часть мы оставили на базе Российского университета спецназ. И на сегодня
сегодняшний день мы можем смело сказать, что мы в 10-кратном размере увеличили производство баги, создали дополнительно около сотни рабочих мест. И на сегодняшний день это единственное предприятие в России, которое имеет всю линейку баги. Будь это проект Российский университет спецназа, проект создания водного полигона, проект «Джихад» машины, «Чаборд». Безусловно, это, можно сказать, дальновидные и очень продуктивные инициативы главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. И мы сегодня знаем, насколько эти проекты у нас востребованы. Также организация передала Центру парашютной подготовки Гудскай 2 автомобиля «Джак Т-8» и мотоциклы для обеспечения мобильности в районе проведения учебных и спортивных мероприятий. Специальное снаряжение, ножи в кобуре, мужские сапоги, зимние спальные мешки на флисе, спецоборудование для рэп на автомобильную технику и запасы питания. В направлении БПЛА Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Народным фронтом было выделено несколько комплексов радиоэлектронной разведки ВИ. Этим комплексом мы активно пользуемся. Часто выезжаем по линии ЛБС, и опыт, который мы с помощью него собираем, передаем бойцам. Также эти комплексы Народным фронтом через наш учебный центр были выделены чеченским подразделениям, которые сейчас несут службу в зоне СВО. Народный фронт «Все для победы» действует по решению правительства с целью поддержки участников специальной военной операции и подразделений, задействованных в обеспечении безопасности и обороны. Переданная техника и оснащение помогут повысить боевые и учебные возможности центра, способствуя успешному выполнению поставленных задач. Ахмед Рамазанов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. 48 участников, 3 дня состязаний и 7 стран. Накануне в Грозном стартовал 16-й международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Министр культуры отметил значимость события как место, где исполнители делятся своим опытом и творческой энергией. Гостей ждут мастер-классы, дискуссии и встречи. О том, сколько номинаций представлено в этом году, репортаж моей коллеги. 16-й международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева – это далеко не только масштабное событие, а живая память. Он был гением сольного танца, виртуозом, способным один затмить целую труппу. В этот раз более 40 солистов выйдут на сцену и покажут свое мастерство. Учрежденный Министерством культуры в 2009 году, конкурс проводится при поддержке правительства региона и Министерства культуры Российской Федерации. За годы своего существования он стал площадкой, где встречаются традиции и современность, а язык танца объединяет народы. Махмуда Эсамбаева не зря называют человеком эпохой, легендой танцев. Сам он говорил о себе: «Я человек мира». И этот праздник, посвященный ему и его творчеству. Махмуд Али Султанович Эсамбаев – народный артист СССР, герой социалистического труда, эстрадный танцовщик, блестящий актер и талантливый хореограф. Официальное открытие фестиваля ознаменовалось торжественной церемонией с участием почетных гостей, деятелей культуры и искусства. Очень приятно, что мы сегодня с вами открываем уже 16-й международный фестиваль сольного танца имени легендарного человека Махмуда Эсамбаева. Хотя Махмуд сегодня не с нами, но память о нем мы чтим благодаря таким людям, как вы. И вы всегда приезжаете с таким настроением на это мероприятие, отдаете дань уважения. Нас это очень радует. Путь, который заложил наш первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, Далазов Поболдольцин. Еще в тяжелые времена свою первую зарплату Ахмат Хаджи направил на восстановление объекта культуры. Это говорит о многом, о том, что его великие слова «без культуры нет нации» сегодня продолжает его сын Рамзан Ахматович Кадыров, который создает такие безупречные условия для развития и поддержания культуры. На участие было подано более 110 заявок, но финальную часть жюри отобрало 48 исполнителей, которые представят свои таланты в 2 номинациях – парный танец и соло. Оценивать их приглашены признанные эксперты и мастера хореографического искусства и сцены. Во-первых, это огромное трудолюбие. Во-вторых, искренняя любовь к народному танцу.
когда вот эти два качества соединяются, вырастают великие артисты. И Махмуд своей жизнью доказал, что действительно огромный труд и любовь к искусству, любовь к своему народу, любовь к культуре своего народа может сделать огромное дело, которое Махмуда и наш чеченский народ и народный танец прославился во всем мире. У нас очень высокий уровень участников в этом году, поэтому нам предстоит огромная работа. Чеченскую республику представляют государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», дуэт Хавы Ахигова и Ибрагима Абдулазиева, выступающие в номинации «Парный танец». Более того, в этом году участие принимают исполнители из 25 российских регионов и 6 зарубежных стран. Это и Грузия, Египет, Индия, Китай, Монголия и Казахстан. Мы очень рады, что Чеченская республика ценит и уважает такого народного артиста, которому мы тоже с детства занимались хореографией. Мы наслышаны о таком великом мэтре Советского Союза. И, естественно, то, что он, Махмуд Эсамбаев, пропагандировал народный свой танец. И я очень рада, что вы сохраняете эти традиции. Мы подготовили наши казахские танцы. Первый танец – это сезам сара, это такой нежный, душа девушки, передается вся красота девушки. А в втором танце передается совсем другой характер, как девушка джигит, можно сказать. На одной сцене встречаются разные коллективы и направления. От классики до современной пластики, от народного танца, авторской хореографии. Каждый номер – это отражение культурной самобытности и внутреннего мира исполнителя. Готовились танцоры тщательно. По их словам, выступление на сцене Грозного для них очень престижно. Мы участвуем в первый раз, и мы приехали побеждать, посмотреть на культуру Кавказа и на другие регионы. Привезли первый номер, это народный, это табуретка, и второй, это будет наш уже национальный удмуртский, это помещка Ихтон, встреча. Преподнести себя, показать свою нацию, культуру, свой быт, так скажем, показать другим людям, что же значит Удмуртия, удмуртский народ. Настрой позитивный, хотим побеждать. Также это была наша мечта сюда приехать, мы очень этого долго ждали, мы об этом мечтали, и настрой только позитивный и хороший. Церемонию открытия продолжил грандиозный концерт. Свое мастерство продемонстрировали ведущие коллективы республики, включая ансамбль «Войнах», удостоенный высоких государственных наград. Особый момент вечера – исполнение гимна Махмуду Эсамбаеву, под звуки которого зал аплодировал стоя. Фестиваль продлится до 17 октября. Его миссия – сохранять традиции, открывать новые имена и укреплять дружбу народов через искусство танца. За эти дни на сцене Дворца танца в Войнах прозвучит язык, не нуждающийся в переводе. Язык души, движения, пластики и эмоций. Тем временем участники уже приступили к репетициям. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. К теме фестиваля танца мы еще вернемся, а пока к другим событиям. В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» почтили отцов ветеранов и героев СВО. Собравшиеся поделились личными историями, воспоминаниями о подвигах сыновей, подчеркнув их мужество и самоотверженность. В рамках мероприятия выступили представители общественных и ветеранских организаций, а также сотрудники социального фонда. В завершение отцам вручили памятные подарки. Помощь в фонде может получить в режиме одного окна, без необходимости посещать другие ведомства. Расскажу коротко об услугах, которые предоставляются нашим фондом. Мы помогаем получить технические средства реабилитации для ветеранов с ограниченными возможностями, пройти медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, также помогаем получить единовременные выплаты по службе. Помощь в оформлении статуса ветерана боевых действий, оказываем содействие и получение психологической и юридической помощи, обучение и переобучение, также трудоустройстве. Трудового стажа в 37 лет для женщин и 42 года для мужчин достаточно для выхода на досрочную пенсию. Мера призвана стимулировать граждан, которые начали трудовую деятельность рано. Льгота касается ряда категорий граждан, включая медработников, педагогов и многодетных матерей.
О минимальном возрасте, необходимом для получения досрочной пенсии, в репортаже Магомеда Азиева. Специалисты регионального отделения Социального фонда России оповестили, что жители могут досрочно выйти на пенсию благодаря длительному трудовому стажу. Мужчины, проработавшие не менее 42 лет, женщины, проработавшие не менее 37 лет, могут уйти на пенсию на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста. Для этого трудоустройство должно быть официальным, и работодатель должен уплачивать страховые взносы за своего работника. Порядок исчисления для досрочного выхода на пенсию отличается от стандартного подсчета страхового стажа. В него входят периоды официальной работы и время, проведенное в нетрудоспособности, на больничном, отпуска по уходу за детьми, получение пособий по безработице, а также периоды учебы не засчитываются. Прохождение военной службы в период пребывания в добровольческих формированиях засчитывается стаж в двойном размере. Специалисты рекомендуют заблаговременно обращаться в клиентские службы для проведения оценки пенсионных прав для назначения пенсии за длительное время. Проблема с очередями и длительными решениями, как и где можно получить свои справки, также благополучно устранена. Чтобы самостоятельно проверить свои пенсионные права, жителям региона рекомендуется получить выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно на портале госуслуг в любой клиентской службе регионального отделения Социального фонда России или в многофункциональном центре предоставления услуг. Многие люди, приходя в клиентскую службу, не знают, к какому специалисту необходимо подойти для решения своей задачи, но оперативная работа сотрудников и четкое следование правилам с последующим объяснением клиенту всех нюансов не оставляет вопросов. Это очень большой, вы знаете, прорыв, я считаю, потому что уже проработав большой срок на работе, хочется иногда очень отдохнуть и наслаждаться, как говорится, уже спокойной жизнью. Очень хорошо обслужили, по каждому вопросу дали ответ. Таким образом, пожилые жители с большим трудовым стажем могут провести исчисление пенсий без каких-либо проблем, не создавая из всей работы сложную многоуровневую рутину. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести Чеченская Республика. Виртуозная акробатика, танцы и прыжки. Каждый номер – гармоничное сочетание искусства и спорта. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал яркое цирковое представление для детей. Об эмоциях ребят мой коллега. В очередной раз региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова радует маленьких жителей республики и их родителей эксклюзивными и интересными событиями. В столичном Колизее проходит цирковое выступление, где собралось множество школьников и молодежи. У нас уже добрая традиция, когда к нам приезжает цирк, первым зрителем нашего данного мероприятия бывают наши дети. Так как дети – это наше будущее, и для них мы делаем все возможное, чтобы у них было счастливое будущее. И сегодня по поручению президента фонда Имани Несины мы пригласили более 2000 ребят на данное мероприятие. Это дети погибших сотрудников при исполнении, это дети участников специальной военной операции, дети с ограниченными возможностями. Такое мероприятие мы проводим регулярно, и мы сегодня видим, сколько положительных эмоций, дети остались очень довольны. Для ребят проводятся интерактивные развлекательные программы. По типу качелей на большой высоте также предоставляется возможность прокатиться верхом на лошади и сделать фото с животными. В программу мероприятия входит выступление львов, балансирование на канате, трансформация и многое другое, озаряя все выступление искренние улыбки детей и их радостные овации. Зрелищные фокусы, прыжки и отточенные движения животных, к примеру львов, сильно притягивают внимание маленьких зрителей, что не странно, ведь для них выступают профессионалы циркового мастерства. По их словам, это настоящий праздник для них – оказаться на столь веселом и радостном мероприятии. В этом мероприятии мне больше всего понравилось начало, как львы игрались или, можно сказать, дрессировались. Они прыгали, крутились. Было очень весело. Цирк был красивым, хорошим. Спасибо Рамзану Кадырову за цирк. Лев был хорошим. Собаки были дрессированными. Все хорошо. Мне все понравилось. Родители, которые пришли со своими детьми, чрезвычайно рады предоставленным возможностям и постоянной помощи со стороны региональной благотворительной организации. Фонд Ахмат Хаджи Кадырова
دائما قوقش دالوش دال شيدي ودول ديريس خليل وقتون شبيري سمو داقش تيرك حوش تيليرم برنا دال ديكان سبيقم وولتا. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всегда стремится дать лучшее ради светлых улыбок детей, в том числе и особенных, и новых красок в жизни. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. И напоследок, второй день международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева подарил зрителям массу эмоций. На сцене выступили 8 пар артистов из разных стран в номинации «Парный танец». Участники продемонстрировали разные направления от классики до современной пластики, от народного танца до авторской хореографии. Они впечатлили зрителей виртуозной техникой, члены жюри высоко оценили уровень конкурсантов. 17 сентября участников ждут финальные выступления и торжественные церемонии награждения победителей. Прежде всего, это объединение культур, и чтобы человек мог увидеть разнообразие того, что у нас есть и в России, и во всем мире. Корни всех танцев – это одни и те же. Парный танец – это просто ограничение количества человек на сцене. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.